очень внимательны к каждому слову. Это высокая наука, и нам нужно делать выводы для нашей педагогики. Это совершенно уже другая сфера. Пожалуйста, примите его, этого удивительного человека. Значит, вы, учителя, имеете дело с самой главной конструкцией человека, с его ментальной конструкцией, которая называется слово. Так вот это слово, оказывается, имеет прямое отношение к нашему собственному генетическому аппарату. Оказывается, мышление реализуется через хромосомные функции нейронов головного мозга. Удивительное дело, но нейроны головного мозга оказались системой, которая наиболее мощно синтезирует белки. Белки, из которых 80% состоит наше тело. Но кроме того, оказывается, значит, вот этот мощный синтез белков свойственен нейронам. У них одна из самых мощных систем, белок-синтезирующая система. Спрашивается, почему? Эти белки являются переотображениями ДНК. Через информационный РНК идет синтез с помощью рибосом вот таких белковых конструкций. И коррелятом сознания и мышления, вот теперь мы можем наконец-то вот как бы ухватиться за ту красную ниточку, которая нас выведет на реалистическое изучение функций головного мозга, функций сознания и мышления, потому что которые невозможно ни пощупать, ни измерить. И вот это духовное тело, из которого состоит наше мышление, сознание, не имеет, казалось бы, ни формы, ни размеров. Как говорил Штайнер, это духовное тело. Вот тело – это чисто физическое образование, а духовное – это как бы то, что нельзя ощутить. Но тем не менее, вот это парадоксальное духовное тело – это вещь, которая движет нами, без которого мы являемся просто конгломератом мышц, костей и так далее. Так вот, при изучении ДНК основной генетической структуры, главной генетической структуры, из которой состоят наши с вами хромосомы, оказалось, что последовательность нуклеотидов ДНК является речеподобными. И простой, и иногда не совсем простой, анализ последовательности нуклеотидов показал, что это речевые или квазиречевые структуры. И мы этим занимались, и в Израиле занимаются очень много этим. Это, вообще говоря, ввело в шок многих ученых, но это факт. И таким образом, коррелятом, как нам представляется, сознание и мышление, физическим и одновременно ментальным коррелятом сознания и мышления являются белковые фразы, белковые слова, белковые предложения, которые синтезируются в коре головного мозга, в нейронах. Очень быстро меняющиеся фракции белковых таких вот конструкций. Это то, что свойственно генетическому аппарату наших нейронов. Это позволяет очень плотно заняться идеальной структурой нашего мышления, имея в руках субстрат, с которым можно работать, и который дает возможность, прагматическую возможность
в общем-то, управлять человеческим сознанием, что, в принципе, давно и делает. Вы прекрасно знаете, наверное, о таких вещах, как нейролингвистическое программирование и так далее. Это все оттуда же. Вообще любая значимая историческая фигура обладала способностью, прежде всего, порождать вот такие словесно-волновые гены. То есть речь наша, устная или письменная речь, это огромный конгломерат волновых хромосом. И все, что написано человечеством за тысячи лет его существования, это огромная энциклопедия таких ментальных хромосом, которые очень подвижны, очень мобильны. И несмотря на это, как противоположность этому, они создают возможность быть человеку устойчивым в духовном смысле этого слова. Если человек неустойчив, если он подвержен словесным вирусам, то его ментальная структура, его духовное тело распадается, а вслед за ним распадается и физическое тело. Это мы прекрасно знаем, когда возникает всякого рода ложные учения и так далее. А когда учение правильное, оно играет роль своего рода вируса, но такого хорошего вируса, который размножается в наших головах. И мы этим вирусом словесным заражаем других людей, в том числе и наших учеников. Так вот, конкретно, значит, каким образом, с чего все начинается в генетическом аппарате? Оно начинается с генетического кода. И вот я вам хочу продемонстрировать некий слайд. Значит, небольшое, но очень важное преобразование стандартной таблицы генетического кода, а за это получено уже несколько Нобелевских премий. И удивительное дело, 60-х годов прошлого века, тогда, когда Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевской премии, который вместе с Уотсоном, с Джеймсом Уотсоном, получили Нобелевскую премию, насколько я помню, в 1961 году, за открытие двойной спирали ДНК, той самой знаменитой двойной спирали ДНК. С тех пор возникли некие противоречия, которые сам Фрэнсис Крик, вот я читал его воспоминания, он как бы увел в сторону и затушевал. Вольно или невольно, специально или не специально, я не знаю. Это сейчас трудно судить, потому что он уже покойный ныне. Но он написал книгу воспоминаний, где черным по белому написал, что он не видит очевидного смысла в той модели генетического кода, которую он создал. Так вот, ментальные конструкции, речевые конструкции начинаются именно с таблицы генетического кода. И когда я был студентом и аспирантом, значит, кафедры молекулярной биологии биофака МГУ, я с удивлением обнаружил, это был, как говорят на Западе, инсайт, озарение, что если следовать таблице генетического кода, которая является основой основ генетики и биологии, это фундамент, на котором зиждется вся биология, то эта таблица оказалась противоречивой. И я помню, что я с удивлением обращался к преподавателям, к своим ребятам, студентам, аспирантам. Говорю, ну смотрите, вы же видите, что это противоречие. Что если следовать таблице генетического кода, то все организмы должны умереть. Потому что там возникает типично лингвистическая проблема амонимии. Значит, есть кодоны, синонимы, то есть те кодоны, которые в избытке отвечают за включение одной и той же аминокислоты. Это не страшно, это избыточность генетической информации, ничего страшного. Но есть кодоны, которые обладают амонимией. Я не буду вдаваться в тонкости, просто скажу, что когда белок синтезирующей системы, извините, что я вас немножечко гружу, так сказать, молекулярной биологией, но это важно, очень важно, потому что отсюда вот идет то, что я сказал. Вот эта ментальная составляющая нашего мышления, она зиждется на
на модели генетического кода, который до сих пор не понят до конца, в том числе ее автором Фрэнсисом Криком. Но никто не хотел быть более правильным, чем Папа Римский. Понимаете? А Фрэнсис Крик сказал, что модель кода имеет очевидного смысла. Почему? Значит, перед смертью он это признал. А вот почему. Потому что там встречаются вот такие вот типичные лингвистические конструкции, которые свойственны, так сказать, предложениям. Это амонимы, то есть многосмысловые кадоны, которые отвечают, два одинаковых амонима отвечают за синтез двух разных аминокислот или стоп-позиций, которые останавливают синтез белка. Значит, если бы Фрэнсис Крик пошел до конца и был бы, так сказать, честен перед самим собой в самом начале, так сказать, создания этой модели, то это увело бы генетику в совершенно другие горизонты, в которые мы вот сейчас пытаемся вывести генетику, а именно в ментальные горизонты. И мы доказываем, и экспериментально, и теоретически доказываем, и физико-математически, что генетический аппарат обладает способностью к мышлению. Но, разумеется, это мышление не такое, как на высшем уровне, на уровне коры головного мозга. Мышление обладает фрактальностью, то есть оно разномасштабно, и в рамках генетического кода, работы генетического аппарата, оно, конечно, несоизмеримо с работой головного мозга. Тем не менее, генетический аппарат, грубо говоря, понимает и соображает. И ведь вы знаете прекрасно, как педагоги, как люди, которые обладают, так сказать, способностью строить грамотно речь, что амонимы могут быть поняты только в контексте. То есть, например, слово «коса» или слово «ключ» имеет несколько смыслов. И вы можете придать точную семантику этим словам только в контексте, то есть в целом предложении. И только тогда становится понятным, подчеркиваю, понятным, какую семантику придать слову «коса» или слову «рейд», или слову «бокс», или слову «ключ». И многосмысленно снимается, остается единственный смысл. Так вот, оказывается, наш с вами генетический аппарат, из которого мы все вышли, все мы родом из наших хромосом, то есть из нашей ДНК, строит ДНКовые фразы. И в этих фразах встречаются вот эти вот самые кадоны-амонимы. И для того, чтобы правильно выбрать аминокислоту и, соответственно, был бы правильный белок, значит, надо понять контекст информационной РНК, который является матрицей белка. Если будет ошибка, то это означает смерть или повреждение биосистеме. Точно так же, как когда мы говорим и употребляем неправильные слова, или многосмысловые слова-амонимы не понимаются и понимаются неправильно, то возникают, так сказать, эффекты дезинформации. И вот генетический аппарат для того, чтобы понять амонимы, должен понять фразу информационной РНК. Понять, подчеркиваю, понять, осознать и принять решение. Таким образом, генетика выходит совершенно в другой горизонт. То есть, если раньше считалось, и это признано с самого начала, что есть синонимическая часть в работе генетического аппарата, то, оказывается, есть и амонимическая часть. Но она игнорировалась и тушевалась, начиная с работ самого Фрэнсиса Крика. А почему? Потому что если мы признаем, что есть вот такая лингвистическая заковыка под названием амонимия, то мы, значит, должны признать и понять работу нашего генома как разумной системы. А это, как считают, так сказать, материалисты от генетики, от биологии, это нехорошо. Это ведет к идее Бога. Так сказать, в основном все материалисты. И это нехорошо. Почему нехорошо, непонятно.
лично для меня Бог – это вся природа. И в этом я не вижу ничего страшного. Это идет со времен Спинозы, и очень многие соглашаются, что природа – это Бог. То есть нет персоны, которая стоит над всем. Нет демиурга. Природа есть демиург, есть создатель всего. И природа разумна, природа семантична. Если вспомнить Василия Васильевича Налимова, значит, одного из наших крупнейших философов, то это как раз подтверждение его мысли. Вот вспомните его книгу 1989 года «Спонтанное сознание». Он говорит, Вселенная семантична. То есть мы возвращаемся опять к классическому тезису. Вначале было слово. Но это даже не точный перевод. Академик Лихачев сказал, что вначале было не слово, а вначале была мысль. А мысль обладает демиургическими функциями. И масса примеров тому, когда мысль человека просто творит чудеса. Но все построено в этом нашем мире, искусственно, нашими руками, на основе мысли. Против этого никто не возражает. Но есть простые убедительные эксперименты. Вот у биологов они, так сказать, очень часто проявляются. Вот, например, был такой Лютер Бербанк, генетик американский, как бы Мичурин, да? Талантливейший совершенно ученый. Который словесно уговорил, вот это звучит смешно, это классика, против них никто не возражает, потому что это факт. Он уговорил кактус, который имел длинные иголки, а сам кактус очень вкусный, его употребляли в пищу. И вот эти иголки мешали. И он всеми средствами селекции пытался, значит, убрать эти иголки и потерпел поражение. Тогда он, будучи раздраженным, начал разговаривать. Знаете, вот это звучит смешно. Он начал разговаривать с растениями, вот с этим кактусом, и уговаривать его, чтобы он убрал эти иголки. И в ряду поколений эти иголки ушли, и до сих пор этот кактус живет, здравствует, используется в пищу. Вот вам влияние человеческой речи. Сравнительно недавно у меня была группа исследователей, которые сами по своей инициативе, никто их не заставлял, они работали с растениями. И я увидел эти фантастические результаты, когда они мысленно, представляя себе форму листьев растений, их размеры, расцветку и так далее, задавали, программировали растения на то, чтобы они создавали форму листа вот такую, а не такую. Вот на такие вещи способно человеческое сознание. Итак, возвращаемся к генетическому коду. Вот я попрошу первый слайд показать, там, где я немножко поработал. Вот видите, это знаменитый символ инь-янь. То есть единство и борьба противоположностей. Оказывается, в генетическом коде, если его соответствующим образом, ничего не меняя там в принципе, а сделать просто перегруппировки кодонов, которые отвечают за синтез белков, в соответствии с принципом комплементарности ДНК, то есть аденин комплементарен тимину, гуанин цитозину. Это вот единственное, что надо сделать. Это раз. И второе, просто взять и закрасить красным кодоны амонимы, а синим кодоны синонимы. Вот видите, что получается при такой манипуляции. Вот кодоны амонимы, а вот кодоны синонимы. Получается что? Получается инь-янь. И это не просто, не случайное совпадение. Дело в том, что это величайший принцип единства и борьбы противоположностей. Видите, кодоны-синонимы отвечают в нашем генетическом аппарате за устойчивость генетической информации, ее сверхизбыточность.
Это синонимия, когда одно и то же повторяется много раз с разными названиями. А с другой стороны, генетический аппарат должен быть подвижным, иначе не будет этой же устойчивости. И вот эту подвижность, многосмысловую семантическую нагрузку несут на себе кадоны-амонимы. Вот вам лингвистичность. Вот откуда все мы вышли. Вот вам инь-янь. То есть величайший принцип. Значит, были работы, я говорил уже, и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и у нас мы работали, где мы показываем, что значит, волновые процессы в молекулах ДНК, в молекулах РНК могут играть роль систем или субъектов чтения информации. Потому что сразу возникает вопрос. Вы говорите, что ДНК это тексты, РНК это тексты. А что там? Маленькие человечки сидят, которые читают и сообщают нам? Нет. Там есть железные законы физики, которые, значит, в частности, отображены в так называемых солитонных возбуждениях молекул ДНК. То есть это особые волны, устойчивые волны, которые не распадаются, у которых нелинейность и дисперсия уравновешена. Они обладают способностью считывать эту информацию с молекул ДНК и с молекул РНК и транслировать ее во внутриклеточное пространство и за пределы биосистемы. Это вот одна из ипостасей работы генетического аппарата, повторяю, это речеподобность. Но это не единственная ипостась. Оказывается, есть вторая и третья. А вторая заключается в том, что наш генетический аппарат работает на образных структурах. Речь – это тоже образные структуры. А биосистеме необходима информация, образная информация, для того, чтобы построить свою четырехмерную структуру, то есть пространственно-временную. И это реализует так называемая голографическая память. Голографическая память. Потому что наш генетический аппарат – это голограмма. Для чего это надо? А это надо для того, чтобы создать некие разметочные вектора, которые позволяют, ориентируясь на них, эмбриону развиваться правильно, и чтобы у него ручка была на том месте, на котором нужно, и ножка, и глаз, и ухо, и так далее, и так далее. Это дает голограмма. Официальная генетика, она возражает против этого дела, потому что она, к сожалению, уже закоснела во всех своих, так сказать, атрибутах, несмотря на большие крики о том, что там большие успехи и так далее, и так далее. Вспомните программу «Геном человека». 20 миллиардов долларов вбухано в то, чтобы проанализировать последовательность 3 миллиардов нуклеотидов наших 46 хромосом. В результате, где-то за 15 лет исследований, потративши 20 миллиардов долларов, в принципе, эта работа хорошая и необходимая, но у нас таких денег не стоило, значит, было обнаружено, что всего 1% генов, которые отвечают за синтез белков, и 99% мусора. У этих 99% кое-что найдено в помощь вот этому генетическому коду, который занимается синтезом белка. Но основные функции terra incognita, значит, генетика не понимает и не хочет понимать, самое главное, потому что это противоречит многим интересам, долго об этом говорить. Значит, вот эти 99% работают на принципах голографии. Это вторая ипостась работы генетического аппарата. После речевой, тоже образная. И, наконец, третья ипостась, особо интересная, это квантовая нелокальность. Или телепортация генетической информации. Оказывается, можно телепортировать не только мысли, что уже доказано многими, хотя и оспаривается, но вот такие так называемые спутанные состояния, которые предсказал чисто формально Эйнштейн со своими учениками Подольским и Розаном,
Значит, люди могут находиться в таком спутанном, трудно найти перевод на русский язык, это английское слово entangle, спутывание, смешивание, можно сказать. Да? Вот это третья ипостась работы генетического аппарата. Значит, это все пока игнорируется, но начинает появляться работы, в том числе и наши. И вот последняя книжка, которую я сегодня выставил, «Лингвистика, волновой геном, теория и практика». А перед этим был волновой геном в 1994 году. В 1997 году волновой генетический код. И, наконец, вот это вот. Спасибо киевлянам. Они помогли издать эту книгу, потому что здесь ее ни в какую не хотели издавать. Более того, даже они выделили $25 000, чтобы 5000 экземпляров, тираж был великолепный. Спасибо им за это. Значит, начинают появляться работы, которые пытаются осознать генетический код и вообще всю генетику с позиции квантовой физики. И слава Богу. Потому что в начале, когда генетика только становилась по-настоящему, когда была открыта двойная спираль, включились в дело физики. Вот Крик был физиком, Фрэнсис Крик. Макс Перутz и другие физики, Франклин, который, рентгенограмму ДНК получил и так далее. Все началось с физиков. Когда включаются мощные физические умы, идет рывок. Вот сейчас то же самое, включились физики. Вот я 10 лет проработал в ФИАНе, в оптическом отделе имени Ласберга. Пытаясь их убедить в том, что генетический аппарат работает на двух уровнях. На вещественном уровне, который никто не отрицает, и который занят в основном синтезом белка, но и на волновом уровне, когда наш генетический аппарат дает образные структуры. Я помню, как они надо мной смеялись, когда я им предложил сделать ДНК-лазер. Лазер на молекулах ДНК. Потому что известно из работ Фрица Альберта Поппа и его школы в Германии, я его лично знаю, что генетический аппарат, наш собственный генетический аппарат, наши с вами хромосомы и вообще все хромосомы всех живых существ, это структуры, которые излучают лазерный свет. Значит, вопрос так стоял. А можно ли создать искусственный ДНК-лазер? Я предложил такую идею в оптическом отделе. Это мощный отдел в ФИАНе, практически как бы отдельный институт. Убеждал их в течение примерно 5 лет. Наконец убедил. И мы сделали ДНК-лазер. Мы накачали ДНК и хромосомы инвитро, так что они стали излучать когерентный свет. Накачивали желтые линии, а высвечивание получали когерентного света в районе 390 нанометров, то есть ультрафиолет. Синий ультрафиолетовый свет. Вот это было опубликовано в квантовой электронике, прошло незамеченным. Квантум электроника – это великолепный журнал, рейтинговый. И спустя 6 лет, прошло 6 лет, мы тогда работали в Торонто, появилась работа японских авторов, где они сделали такую же работу, не сославшись на нас, как это часто бывает, и заявили, что они создали ДНК-лазер. Ну, таким образом, наша работа была подтверждена. Перспектива огромная. Если сделать такой ДНК-лазер, работающий, активный, да, то его можно загружать любыми генами и так далее. Но мы пошли немножко другим путем. Мы стали использовать наши с вами хромосомы с их речевыми и голографическими функциями в другом аспекте. И мы создали аппаратуру, которая моделирует, лазерную аппаратуру, которая моделирует вот такие фотонно-лазерно-голографические процессы. И сейчас я вам покажу. Вот давайте полистаем. Следующий слайд. Вот это первичная самая установка, когда мы... Вот этот самый скромненький лазерочек, в котором как бы в память об Анатолии Евгеньевиче Акхимове, которому я бесконечно благодарен, и Шипове,
значит, который сейчас уже в Таиланде и, видимо, уже никогда не вернется. Эти два гениальных ученых. Да? И когда я их позвал и показал наши эффекты, наш лазер, они мне сказали, так это же у вас торсионные поля. Действительно торсионные поля, потому что этот лазер, который имитирует хромосомное излучение, он работает на поляризованных фотонах. А что такое поляризация фотона? Поляризация фотона означает изменение их спина. Так вот, генетическая волновая информация записывается на спинах фотонов. На спинах, на квантовых, не на этих спинах, на наших, да, а на спинах фотонов, то есть на квантовых состояниях. Значит, вот что это такое. И вот такая скромная установка позволила нам вначале в Москве, потом в Торонто, потом в Нижнем Новгороде, и теперь это еще и независимая лаборатория воспроизвела это, передать генетическую информацию, считанную с поджелудочной железы, и подать эту информацию на расстоянии 20 километров на животных, у которых поджелудочной железы не было. Мы просто отравили специальным ядом, который убивает поджелудочную железу, и животные погибали от диабета первого типа. И у всех у них регенерировала поджелудочная железа. Вот вам практическое приложение вот этих вот голографических, лингвистических потенций нашего и любого другого генетического аппарата высших биосистем. То есть генетическую информацию можно подать на любые расстояния, потому что это торсионные поля, и управлять в положительном смысле этого слова биосистемой реципиентом. Вот. Не понял? Ну, если угодно, то, конечно, да. Значит, это модель того, этот лазер – это модель того, как работает наша хромосома. Причем на самом простейшем уровне, потому что это область красного света, а основная информация в ультрафиолете лежит. Значит, можно сделать такую же установку, но она стоит очень дорого, которая будет работать на синих или ультрафиолетовых квантах. И следующий слайд, будьте добры. Ну вот еще один пример. Это уже